Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе 29-я годовщина Чернобыльской аварии. В Минске прошел митинг против строительства первой АЭС в Беларуси. Андрей Пянтковский о фильме «Президент» и оговорках по Фрейду. В Непале продолжаются поисково-спасательные операции и ликвидация последствий землетрясения на фоне повторных толчков. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Россия продолжает концентрировать войска у границы с Украиной, а на территории непризнанных ДНР и ЛНР боевики ведут перегруппировку своих сил, заявляют в Киеве, отмечая при этом риск возможной эскалации конфликта после майских праздников. На этом фоне украинская армия, вы видите сейчас эти кадры, проводит учения в Николаевской области. На юге страны на полигон прибыл и президент Петр Порошенко. Вскоре мы увидим украинские земли свободными, но хочу подчеркнуть, что наши вооруженные силы первыми не пойдут в наступление. Украина строго придерживается Минского соглашения. Наблюдательная миссия ОБСЕ подтвердила, что мы на сегодня полностью выполнили все обязательства. И вот как раз соблюдение мирных соглашений, а также деньги, реформы и возможное будущее членство в Евросоюзе обсуждают сегодня в Киеве на саммите Украина-ЕС. Киев от высокой встречи ожидал, в частности, продвижения по вопросу безвизового режима, Брюссель по вопросу реформ и соблюдения Украиной минских договоренностей. Антон Золотых. Это первый саммит высокого уровня после подписания Украиной и ЕС соглашения об ассоциации. На открытии встречи председатель Евросовета Дональд Туск дипломатично говорил о друзьях, врагах, но ясно дал понять, будущее Украины зависит от Киева и его готовности к реформам. У вас мощные враги, но одновременно много друзей. Вы можете рассчитывать на их помощь, но ее недостаточно, если вы сами не будете менять Украину. Теперь все зависит от вашей отваги и терпения. Еще до саммита обе стороны прекрасно знали все важнейшие вопросы, сейчас они решить не в силах. Об этом в интервью нашей программе рассказал экс-вице-премьер-министр Украины, политический эксперт Роман Бессмертный. Почему Киев не спешит с реформами, которых так ждет ЕС? Ведь это, в частности, обеспечит выполнение политической части мирных соглашений. Потому что нынешнее украинское руководство по разным причинам не собирается сокращать полномочия президента и проводить децентрализацию власти, уверен эксперт. Киевская власть сегодня должна заняться реформами континентальной Украины. Это будет пример и Крыму, и Донбассу. Сегодня для Украины намного важнее проведение вопроса децентрализации, деконцентрации, чем война на Донбассе. Что касается реформы вооруженных сил и армии, я об этом вообще умолчу. Киев занимается проблемой освоения бюджета. В большинстве своем. Вот ищите здесь ответ. Я больше не буду говорить на эту тему. За этой фразой прячется все. Вы же понимаете прекрасно, что намного прибыльнее выпускать танки, чем заниматься вот этой рутиной ежедневной, извините, не диалога, а подготовки диалога. Что касается безвизового режима, здесь стороны, по мнению Романа Бессмертного, напридумывали себе много мифов. К отмене виз пока не готов никто, ни технически, ни политически. Во-первых, изначально было понятно, что Европа не в силах перейти к этому режиму в связи с военными действиями на территории Украины, увеличением количества контрабанды, нелегальной миграции, наркотрафиков. Ведь на самом деле разговор по поводу безвизового режима ведется только на уровне политическом. Он не достиг сегодня технологического уровня. Поэтому в этой части нужно спокойно сегодня провести этот саммит и перестать бежать. Нужно начать двигаться маленькими, но уверенными шагами. Для оценки результативности саммита нужно время, если оно у Киева сейчас вряд ли. Тем более, что, осуществляя реформы, как того ждут в Брюсселе, Киев рискует спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе. Прокремлевских байкеров из клуба «Ночные волки» не пустили в Польшу. Мотопробег Москва-Берлин, организованный ко Дню Победы, закончился, фактически не успев начаться. Польские пограничники не дали колонне пересечь границу. Попытки мотоциклистов проехать погранпосты поодиночке также не увенчались успехом. Участники мотопробега возвращаются в белорусский Брест. МИД Польши, отмечу, отказал гостям во въезде еще на прошлой неделе. Однако байкеры, несмотря ни на что, стартовать все-таки решились.
Более 97% голосов за кандидата и явка 95%. В Беларуси такую победу на президентских выборах назвали бы элегантной, но это новость из Казахстана. Победивший в 5-й раз президент Нурсултан Назарбаев за высокую явку и такой свой результат принес извинения иностранным наблюдателям. Тенгри Ньюс приводит цитату. «Для супердемократических государств эти цифры неприемлемы. Я ничего не мог сделать. Если бы я вмешался, был бы недемократичным». Отмечу, ОБСЕ уже заявила, на голосовании были случаи вброса бюллетеней. Политический обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар уверен, победа Назарбаева Москве удобна, Россия заинтересована в статусе кво, и именно такие высокие цифры отражают политическую философию Кремля. Но это выбор в Казахстане показывает абсурдность этого системы. Смотри, Назарбаев выиграл этот выбор с 97%, явка была 95%. Это цифры похожие совсем на Северной Корее. Вот, тем более Назарбаев это не молодой человек, скоро ему будет 75 лет, и нет наследника сейчас. А что будет после Назарбаева в Казахстане, никто не знает. И это должен предупреждать Путина, что строить систему вокруг одного человека – это очень опасно, потому что когда этот человек уходит, остается только нестабильность и хаос. Кыргызстан откладывает свое вступление в Евразес. Это, понятно, не приведет в восторг Москву. Бишкек может не успеть ратифицировать необходимые соответствующие документы. Кроме того, в стране ясно дают понять, есть два принципиально важных вопроса, требующих решения, причем немедленно. Это сохранение льготных таможенных пошлин на китайские товары и исключение проверок ветконтроля в рамках Евразес. Жибек Бегалиева. Пока кыргызские власти назвали две формальные причины своего неожиданного отказа. Желание сохранить некий инфраструктурный проект с Китаем и нежелание допускать российских аудиторов в свои ветеринарные лаборатории. Эксперты считают эти причины смехотворными и не понимают, что произошло. Министр экономики успокаивает. Кыргызстан с самого начала говорил, что он будет входить в Евразийский экономический союз при соблюдении наших интересов. Внятной реакции из Кремля еще не последовало, но она наверняка будет жесткой. Москва в последнее время оказывала сильнейшее давление на республику, чтобы заставить ее вступить в Евразийский союз именно ко Дню Победы. Видимо, этому придавалось какое-то важное геополитическое и даже символическое значение. Кыргызский парламент принимал весь пакет экономических документов в страшной спешке буквально в последние месяцы. Нас принудили быстрее принимать, поэтому поступила команда быстро пакетом принять эти законопроекты. Поэтому депутаты особо не вникали. Была развернута мощнейшая информационная кампания в СМИ. Президент Кыргызстана, чтобы успеть на подписание в Москву к Владимиру Путину, даже собирался перенести военный парад и празднование Дня Победы на 7 мая. Теперь это все, мягко говоря, оказалось в подвешенном состоянии. Сама суть экономической мотивации внутри этого союза была очень ничтожна, но политические причины, они были видны изначально, и сейчас следование этим политическим причинам дает противоречие с экономическими возможностями этого союза. Также ясно, что любое окончательное решение станет судьбоносным для страны на годы вперед. Жибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Другие темы. Непал. Там целая череда сильных землетрясений. Такого в этой южноазиатской стране не было последние 80 лет. Число жертв постоянно растет. По последним данным погибли 3500 человек. Много пропавших без вести. Полностью оценить масштаб разрушений пока невозможно. Под завалами оказались целые деревни. Дарья Соловьева. 65 человек погибли, еще 217 считаются пропавшими без вести после схода этой лавины. Всего на склонах Эвереста в момент землетрясения находилось более 1000 альпинистов, в том числе около 400 иностранцев. Документалист Майкл Чертон на себе испытал, что чувствуют герои фильмов катастроф. Это был огромный, больше километра, несущийся на нас пласт снега. Такой, от которого не спрячешься. Я сказал группе ложиться, как только увидел его. Я накрыл голову руками и постарался закопаться в снег как можно сильнее. Но даже для тех, кому удалось
удалось спастись, ужасы до сих пор не закончились. Сотни тысяч человек, оставшихся без крова, живут практически под открытым небом. В аэропорту Непала тысячи людей на чемоданах ждут возможности покинуть страну. Начались проблемы с доставкой воды, пищи и медикаментов. Здесь нечего есть и пить. Даже если ты готов заплатить, ничего не получишь. Последний раз мы нормально ели 2 дня назад. Спать негде, идет дождь. Все это ужасно. По данным посольства России в Непале, с ними связались порядка 50 тысяч российских граждан. Всего в стране может находиться до 50 тысяч россиян. По словам пресс-секретаря посольства Азрета Баташева, эвакуация на данный момент невозможна из-за продолжающихся подземных толчков. Пока люди ночуют в поле, а те, кому повезло, в помещениях местного центра науки и культуры и фактически находятся на самообеспечении. Дарья Соловьева, «Настоящее время». Передаем слово в Вашингтон, о чем сегодня говорят по ту сторону океана. Непал, также в заголовках новостей. Наташа. Да, Сергей, США в Непал направлено несколько десятков спасателей и 6 поисковых собак. Сегодня они должны прибыть в Катманду. Группа будет работать в Непале на протяжении 2 недель непосредственно на местах разрушений, активно используя собак для обнаружения людей, находящихся под завалами. Другая тема. В Кремле говорили, что президент России не собирается отмечать 15-летие власти. Тем не менее, в воскресенье телеканал «Россия-1» показал документальный фильм «Президент», посвященный эпохе правления Владимира Путина с 1999 и по сей день. Путин, в частности, рассказал о разочаровании Западом и США и о прямых контактах между американскими спецслужбами и боевиками с Северного Кавказа. По его мнению, в глазах Запада Россия остается главным внешнеполитическим соперником. Можно ли сказать, что антиамериканизм окончательно утвердился как официальная политика российского руководства? Мы задали этот вопрос политологу Андрею Пиатковскому. С ним беседовал наш корреспондент Александр Панов. Вот этот новый мотив об американцах, помогавших террористам на Кавказе, с этого, собственно, началась внешнеполитическая повестка. Но вот в этом комплексе внешнеполитических вопросов была очень интересная инновация, просто невероятная. Это была классическая фрейдистская проговорка, выдавшая, в общем, суть всех наших внешнеполитических концепций. Я имею в виду знаменитую фразу Путина: «Россия добровольно по своей собственной воле отдала свои территории». Вот это его трактовка Беловежского соглашения. Весь корень противоречий с западным миром – это искренняя убежденность российских вождей и Путина, что эта коварная американка гадит на постсоветском пространстве и не позволяет им там доминировать, интегрировать и так далее. Он никак не может понять, что американка тут ни при чем, что просто он и вся вот его гоп-компания, она совершенно не нужна ни белорусам, ни казахам, ни украинцам, ни узбекам, ни грузинам, ни их элитам, ни их народам, и ничем их привлечь не может. Это очень ценная проговорка о отданных своих территориях, которая объясняет многое в российской внешней политике последней четверти века. В Белом доме заявили, что особую обеспокоенность вызвала причастность российских граждан к истории с хакерским взломом электронной почты президента США. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что российские хакеры, в прошлом году взломавшие компьютерную систему Белого дома, прочитали некоторые из незасекреченных электронных сообщений президента Обамы. Хакеры вообще разношерстная команда, представители которой могут преследовать самые разные цели. Алексей Березин рассказывает о том, что их объединяет с точки зрения официальных структур. Какую бы цель ни преследовал хакер-одиночка или группа хакеров, для государства они все вне закона. Наказания за киберпреступления в США различаются в зависимости от причиненного ущерба и варьируются от пары месяцев до 20 лет лишения свободы. В середине апреля был приговорен к 3 годам тюрьмы и выплате более $2,5 миллионов в качестве компенсации Марио Куисана, участник хакерской группы SwagSec или Swag Security, которая отделилась от другой группы Lulz Security, известной по громким хакерским атакам в 2011 году на компанию Sony и правительственные организации США.
Двое ее участников в 2013 году были приговорены к тюремным срокам. Lulz Security, в свою очередь, была частью более серьезной хакерской организации, которая объединяет тысячи хакеров по всему миру. Anonymous. Эта группа появилась в 2003 году и достаточно быстро превратилась в лидеров так называемого хактивизма. Основной целью хакеров является не собственная нажива, а некий протест. Сочувствующие этой группе хакеров называют ее компьютерными Робин Гудами и борцами за свободу. Другие — просто кибертеррористами. Жертвами Anonymous в разное время были правительственные сайты США и Израиля, корпорация PayPal, MasterCard, Visa и Sony. Anonymous публично поддерживали WikiLeaks и протестное движение «Оккупируй». Anonymous называют антисемитами за их угрозы стереть Израиль из интернета и за атаки на израильские сайты во время Дня памяти жертв Холокоста в 2013 году. Наряду с активистами и хакерами, которые действуют ради наживы, в последнее время активно проявилась новая угроза. Хакеры, которые действуют по указу того или иного государства. Так, половина из самых разыскиваемых киберпреступников по версии ФБР состоит из членов специального киберподразделения вооруженных сил Китая. Специализация китайцев – промышленный шпионаж. Правда, возглавляет этот список вовсе не китаец, а хакер из Анапы Евгений Богачев. За информацию, которая приведет к его аресту, ФБР обещает $3 миллиона. Кроме него в пятерку самых разыскиваемых входят Алексей Билан, за него ФБР предлагает $100 тысяч, и Артем Семенов, который входил в группу хакеров, оперировавшую в Нью-Йорке. Все они занимались кражей личных данных, взломом банковских сетей и компаний электронной торговли. Вполне возможно, что в скором времени в списке ФБР появятся имена и тех, кто в прошлом году взломал личную почту президента США Барака Обамы. Несмотря на то, что доступ до секретной информации им получить не удалось, такие данные проходят по специальным защищенным сетям. Некоторые сведения о работе президента, например, его расписание, могли попасть в руки киберпреступников из России. Как отмечает газета «Нью-Йорк Таймс», эти хакеры могут быть связаны с российским правительством или даже выполнять его заказ. В Таллине под эгидой НАТО прошли крупнейшие в мире киберучения «Сомкнутые щиты-2015». Около 400 специалистов из 15 стран приняли участие в симуляции кибератаки одной вымышленной страны Кримсонии против другой – Берли. В студии наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, добрый день. В чем была цель этих учений? Это традиционное учение, которое должны научить силы НАТО действовать в информационном пространстве. Угроза уже совершенно реальна, этим давно занимаются, но что не умеют делать отдельные государства? Они, во-первых, не умеют координировать деятельность различных агентств, которые этим занимаются. США, напомню, например, это и Министерство обороны, и ФБР, и Министерство внутренней безопасности. И различные государства, у них тоже действуют различные агентства, но они должны научиться действовать совместно, потому что, судя по всему, киберугроза, кибератаки со стороны отдельных государств в отношении других государств или блоков государств уже становятся реальностью. Как бы еще научиться доверять друг другу. Да. Тут вопрос еще. Глава Пентагона США Эштон Картер как раз несколько дней назад представил новую стратегию кибербезопасности США. Вот вопрос, эта новая стратегия, она каким-то образом вообще вносит ясность в то, что является актом войны? Нет. Вообще все, что касается того, что считать актом войны, пока совершенно непонятно. То есть вообще с международным правом в области киберугроз большие проблемы. Нет никаких внятных определений, нет никаких внятных законов, нет никакого ООНовского агентства, которое бы хотя бы это хоть как-то бы регулировало. Проблема в следующем. Соединенные Штаты понимают, что, и любое другое государство понимает, что хакеры, правительственные, неправительственные, хулиганы, активисты, как угодно, кто угодно, могут совершить серьезное нападение. Ну, условно говоря, организовать искусственное наводнение, да, или там взорвать газопровод. Да, то есть последствия могут быть совершенно реальные. Удары по стратегическим каким-то точкам, да, то есть запустить ракету с ядерной боеголовкой собственными усилиями. Да, то есть теоретически это все возможно. Нынешние технологии, которыми обладает Пентагон, во всяком случае он об этом говорит, позволяют вычислить человека или группу людей, которые эту атаку провели. То есть проследить отпечатки пальцев в киберпространстве. Что интересно в этом документе, что впервые Пентагон так не очень четко, но все-таки дал понять, что он оставляет за собой правило проведения наступательных
операция в киберпространстве. Раньше об этом не говорилось, это подразумевалось, и есть как бы указания такие неподтвержденные, что, например, США и Израиль в свое время запустили вирус Stuxnet, который парализовал иранскую ядерную программу военную. Там много историй подобного рода ходит, но никогда официально это не говорится. В этой доктрине впервые за все это время, уже многие годы, и впервые за 6 лет существования особого киберкомандования США, есть 8 других киберкомандований, тыла, там, южного, северного, это такое вот единственное командование, которое занимается только виртуальным пространством. Говорится о том, что Соединенные Штаты способны проводить и наступательные операции. Да, и сказали, что вот он сказал, что страна без колебаний примет ответные меры в случае кибератак при необходимости даже использования военной силы. Саша, спасибо большое. С нами был наш корреспондент Александр Григорьев. 29 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной станции. Самая масштабная техногенная катастрофа за всю историю человечества. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил солидарность с пострадавшими и заявил о готовности ООН продолжать оказывать помощь в ликвидации последствий аварии, а также добиваться укрепления ядерной безопасности во всем мире. По его словам, прошло почти 3 десятилетия. Пострадавшие районы в Украине, Белоруссии и России все еще не оправились от катастрофы, хотя сегодня у них появляется больше возможностей вести нормальную жизнь. Тему продолжат наши коллеги из Праги. В стране, наиболее пострадавшей от аварии, Белоруссии, атомный вопрос сегодня активно продвигается властями, заявляющими о необходимости энергетической безопасности. В годовщину катастрофы в центре Минска прошел митинг против строительства в Гродненской области АЭС по российскому проекту. Репортаж Рейтер, Мария Яблонская. Нет российской ядерной угрозе. С таким плакатом вышли на улицы Минска участники акции протеста против строительства в Гродненской области атомной электростанции. Островецкая АЭС – это ядерный вулкан, гласит другой баннер. На демонстрацию, приуроченную к 29-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, вышли несколько сотен человек. Я сегодня пришел сюда, потому что меня волнует радиация и угроза радиации для наших потомков. Строительство атомной станции я считаю ошибочным шагом. Строительство станции в 160 километрах от Минска начала российская компания «Росатом» в 2011 году. Несмотря на протесты властей соседней Литвы, основным источником воды по проекту станет река Вилия, которая протекает в дальнейшем через Вильнюс. Первый из 2 энергоблоков собираются ввести в эксплуатацию в 2018-м, второй еще через 2 года. Общая мощность станции составит 2300 мегаватт. После Чернобыльской катастрофы просто увидите немагчимо. То, что происходит сегодня после Чернобыля, это катастрофа, говорит Андрей, участник акции протеста. Невозможно представить. Те же самые люди, которые построили Чернобыльскую АЭС, Россия, закладывают мину, которая в любой момент может взорваться в нашей Белоруссии. Но, по словам инженеров, руководящих строительством станции, после аварий в Чернобыле и Фукусиме подходы к безопасности были серьезно пересмотрены. Островецкая станция, утверждают они, строится по российскому проекту с усовершенствованными водоводяными реакторами повышенной надежности. Но многие жители Белоруссии, а также экологи в прибалтийских странах, Австрии и Чехии этим заявлениям не верят. Татарстан отпраздновал День родного языка. Каждый год 26 апреля по случаю дня рождения классика татарской поэзии Габдуллы Тукая присуждаются государственные премии и проходят концерты. В этот же день активисты вручают некоторым организациям антипремию за игнорирование одного из 2 государственных языков республики. Рассказывают Райнур Шакиров и Алсу Курмашева. Я говорю по-татарски, я люблю по-татарски, я живу по-татарски. Прокричав свой традиционный лозунг, активисты Всемирного форума татарской молодежи разбегаются по Казани, чтобы проверить, говорят ли на их родном языке в государственных учреждениях, магазинах и кафе. Согласно Конституции Республики, татарский язык наряду с русским является государственным. В День родного языка присуждается государственная премия за особый вклад в развитие татарской культуры и искусства.
Но в официальных учреждениях татарский услышишь нечасто. Активисты считают, того, что делается на официальном уровне для развития языка, недостаточно. Татарский язык остается всего лишь в учебниках, в каких-то таких закрытых сообществах. Но татарский язык для того, чтобы он жил, развивался, он должен быть на улице. Уже 7-й год молодежные активисты вручают антипремию под названием «Плохо с татарским» организациям, которые не используют татарский язык или допускают в нем ошибки. В минувшем году участники акции вручили антипремию нескольким татарским театрам, после чего эти организации разместили информацию на своих сайтах и на татарском языке. Алсу Курмашева, Райнур Шакиров для «Настоящего времени». Проблема национальных языков в России – это мина замедленного действия, уверен глава татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рим Гельфанов. Трудности с национальной идентичностью народов грозят большой стране дроблением. Я думаю, что это извечная проблема России. Это было и в царское время, и в советское время. Да, действительно, элита российская, вернее, русская элита, она заинтересована в физическом расширении. Вот такой экспансионизм, экстенсивное развитие. А они абсолютно не уделяют внимания развитию вот этих вот территорий, которые они приобретают. А со временем это может привести только к тому, что эти территории как бы они отпадут, потому что нет соответствующей заботы об этих территориях. И это мы видим хорошо на примере национальных языков. Это «Настоящее время». Эфир коллегам из Вашингтона. В мире продолжаются памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине победы над гитлеровской Германией. Наташа. Да, Сергей, в Вашингтоне открылась выставка на эту тему, организованная при участии посольства России в США. Выставка рассказывает о сотрудничестве Америки и СССР в годы войны, в частности, о программе «Ленд-лиз». В рамках этой программы США бесплатно поставляли странам-союзницам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье. На открытии выставки в центре Вудро Вильсона побывал наш корреспондент Вадим Оленищев. Конгресс США принял закон о Ленд-лизе в марте 1941 года. Программа предоставляла президенту США полномочия оказывать материальную помощь любой стране, обороноспособность которой считалась жизненно важной для Америки. Участники международной встречи в центре Вудро Вилсона рассказали, что в течение всего 1941 года США наращивали военную помощь Великобритании, а 1 октября президент Франклин Делано Рузвельт одобрил Ленд-лиз для СССР. Советский Союз начал получать вооружение, пушки, самолеты, танки, а также продукты питания, включая знаменитую американскую ветчину «Спам». Американские солдаты постоянно получали пайки с этой ветчиной, но не очень-то ее любили. Они шутили, что «Спам» — это гамбургер, который не прошел медосмотр. А вот у солдат Красной Армии для «Спама» нашлось другое прозвище — «Тушенка Рузвельта». И для них это был большой деликатес. Даже из этого факта видно, что Ленд-лиз был важен не только поставками оружия, но и еды, просто чтобы люди могли выжить. Посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк в своем выступлении на конференции в Вашингтоне отметил, что опыт Второй мировой войны очень важен. Он наглядно продемонстрировал, сказал господин посол, способность двух наций сотрудничать даже в самых сложных обстоятельствах. За годы войны СССР получил от Америки 22 тысячи самолетов, 12 тысяч танков, 375 тысяч грузовиков, 2 тысячи локомотивов и 15 миллионов пар армейских ботинок. Общая сумма поставок – 11 миллиардов долларов. Ленд-лиз был выгоден и Америке. По оценке некоторых американских экспертов, он сократил продолжительность войны по крайней мере на год, а значит, позволил сберечь значительные средства и жизни тысяч американских солдат. В 1944 году, когда мне было 7 или 8 лет, я служил кап-скаутом на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Нашей обязанностью было разносить закуски и напитки дислоцированным на острове американским солдатам, которые готовились к высадке в Нормандии. Я допускаю, что Красная Армия спасла нам всем жизнь, потому что на войну с русскими было брошено столько гитлеровских войск и ресурсов. По договору все поставки союзникам в рамках Ленд-лиза, включая технику и вооружение, не подлежали оплате, если были использованы или уничтожены в ходе военных действий. Имущество, оставшееся пригодным после войны, должно было быть или возвращено в США, или выкуплено в постоянное пользование. В ноябре 1941-го Иосиф Сталин писал Франклину Рузвельту по поводу Ленд-лиза. «Ваше решение, господин президент, принято советским правительством с сердечной признательностью». Однако уже в первые послевоенные годы, рассказали участники встречи, советские власти принизили значимость американского Ленд-лиза для советской победы. Программа Ленд-лиза между США и Советским Союзом продолжалась вплоть до окончания войны с Японией. В
В сентябре 1945-го поставки в СССР в рамках Ленд-лиза были прекращены. Начиналась холодная война. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.